Были классные ансамбли на танцплощадках, то есть в Кировском парке играли, да, то есть там же аншлаг был. Они за месяц сделали выручку, которая должна была вообще происходить за лето. То есть они могли уже в принципе не работать даже. А если, как правильно, если по деньгам все рассчитать, по нынешним вот этим меркам, да, то есть они в принципе могли бы за каждый сезон покупать себе новую машину. То есть это просто был аншлаг, там весь город собирался, и площадка не могла вместить просто. То есть там иной раз так подойдешь, такие площадки-то не видно. Вот. Представляешь, какая движуха была? Вот. И ну, с оркестрами то же самое. То есть, я говорю же, это филармония давала по несколько концертов в день. Ну, раньше еще на свадьбах же играли, кстати. То есть каждую пятницу, субботу ансамбль был нужен обязательно. Если ансамбля нет, все, свадьба под угрозой. Какой магнитофон? Это позор. То есть никогда бы этого не, никто бы на это не пошел. Любой ансамбль найдите, вот они там со слезами на глазах бегали. То есть мы уже в понедельник, во вторник знали уже, что мы будем играть. Это я в школе учился. В 9 классе я уже каждую пятницу, субботу я уже играл. То есть у меня этих денег уже девать некуда было, потому что, ну как я насос обеспечения, бабушка, дедушка, все дела. Вот. А покупать особо нечего. Ну, то есть джинсы купил, там достал, и все. То есть считай, что ну, цель достигнута в жизни-то. В чем выражалась любовь фанатов? В чем выражалась? Да, вот. Я тебе скажу. Вот смотри, ситуация. Танцплощадка, да? Вот, значит, мы спускаемся по лестнице вот к этой вот, как она называется-то? Как ее называли-то еще? Вот эта крепость, да, спускаемся. Толпа уже стоит, ждет, и ты подходишь, и они все разворачиваются, и такой гул, вау, восторженный, как Битлз. И провожают точно так же. То есть ты идешь, и за тобой вот этот идет. Потом мы как-то перед армией еще оказались, играли, интересный момент был в Максаковке. То есть мы приехали, а там, значит, ну, у них все хорошо, вообще культурный такой поселок, там немцы же были, то есть это все у них так ухожено, и клуб такой, и публика какая-то такая вообще тоже другая немножко. Вот. И эта публика нас все время встречала, то есть вся Максаковка встречала наш автобус, когда мы приезжали, там какой есть, ну, выходили там сразу, вот, значит, чинно нас провожали до клуба, значит, мы там подключались, вот, и также провожали нас. Автобус уезжал, там махали нам вслед, в общем говоря. Володя Юрковский с нами был, Женя Мальцев, вот, Сережа Бондарев, кто там еще? Ну, вроде всех перечислил. Нас оттуда и в армию забирали. Меня, кстати, с танцплощадки забрали в армию. То есть за мной приехали прям. Там, говорит, срочно надо человека, ну, надо заткнуть там этот самый брешь. Там образовалась брешь у них. Вот, и меня прямо оттуда увезли. И меня там вся Максаковка провожала, а Вова Юрковский крикнул: советская рок-музыка претерпевает большую утрату, забирает в армию, там, вот это вот. Какой год? Это 84-й год. Меня сразу повезли в военкомат, в общем, короче говоря, знакомить там с теми, с кем я поеду, в общем. Вот, и да, это символично было, потому что как раз только зашли, значит, дембеля, значит, вот с такими этими фуражками на затылке, они зашли, а меня увозят, короче говоря. То есть вот пост дал, пост принял, вот так вот получилось. Вот. Ну вот людская любовь, вот это вот все, конечно. Был случай, когда у нас, значит, шнур порвался, там что-то, джек вылетел. Так вот они сидели, мы долго паяли там все это дело, и вот они сидели и ждали, короче говоря. Никаких выкриков, ничего, все такие чинно сидят, ждут. Вот. Шнур запаяли, стали играть, и все опять пришло к движению.